Есть государства, которые действительно очень благожелательно и с большим терпением интегрируют граждан в свое сообщество. К таким государствам относится Швейцария. Швейцария – это очень уникальная страна. Здесь и политическая система очень уникальна. Так называемая прямая демократия. То есть о чем, что в других системах политических нету, здесь в Швейцарии это внедрено, такого фильма. Фильм касается прав женщин в нашей стране. Да. Вот, это художественный фильм, который мы планируем потом представлять на самых различных международных фестивалях. Кыргызстанга чоң салам. Арбаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен мекендештер долбоору жана Door Life Media YouTube каналы. Бүгүн биз дүйнөдөгү эң бай өлкө болгон Швейцария мамлекетинин Люцерн шаарына келдик. Өзүңүздөр билгендей, Швейцария өзүнүн сааттары менен, банктары менен, сыры менен, анан шоколад менен дүйнөдө биринчи орунду ээлейт. Бүгүнкү биздин каарманыбыз болсо, биздин мекендешибиз Кайрат Биримкулов. Кайрат Биримкулов – журналист и продюсер. Родился в Кыргызстане, город Фрунзе. Окончил факультет русской филологии Кыргызского государственного университета. Эмигрировал в Швейцарию в 2007 году. Свою творческую деятельность посвятил отражению социальных и гендерных проблем. Как общественному активисту, ему не безразлично положение детских домов и больниц в Кыргызстане, а также вопросы интеграции мигрантов в Швейцарии. Руководил неправительственной организацией «Фонд Детская инициатива», занимался привлечением средств для помощи детским домам и приютам. В 2012 году уже в Швейцарии Кайрат Биримкулов стал соучредителем кыргызско-швейцарской организации «Мост в Кыргызстан», который реализует благотворительные проекты помощи детским учреждениям Кыргызстана. В Швейцарии Кайрат Биримкулов живет с 2007 года. Страну изучил хорошо, поэтому уже в автомобиле по пути из аэропорта вводит нашу съемочную группу в курс дела. Хотите в Швейцарии везде чувствовать себя своим человеком? Тогда изучайте сразу 4 языка, советует Кайрат. Немецкий, итальянский, французский и ретро-романский. Здесь они государственные. А еще придется покорпеть над изучением законодательства. Дело в том, что территориальное устройство Швейцарии как федеративной республики включает в себя 26 кантонов, и везде свои правила. Ассаламу алейкум. Кош келиңиздер Кыргызстандан сизди Швейцарияга Цюрих шаарына келдик. Мекендештер долбооруна тарткан. У всех свои флаги, да? Да. У всех свои законы, значит, законы налогообложения. У всех свои губернаторы там, да? Свое правительство в каждом кантоне. Это маленькая конфедерация, построена по принципу Соединенных Штатов Америки. Вот. Но, значит, который, имеет одно федеральное правительство, единую армию. То есть в этом плане это военный союз, значит, самостоятельных земель, да, и политический союз. Хотя Швейцария ни с кем не воюет и никогда не воевала, правильно? Да, это было. Но есть армия. Армия есть. Вот то, что говорят, бомбоубежище по всему Швейцарии есть, это правда? Это есть, да, вот как раз мы туда, куда поедем, там тоже есть бомбоубежище в туннелях, да. Туннели, они в основном располагаются в горах, да. В горах, значит, выход в основном из туннелей, автомобильных туннелях. Есть специальные такие двери, куда заходят, выходят, да.
Ну, это страна туннелей. Она туннели, да? Очень. Ну, вы сейчас как раз будем ехать, и вы сейчас увидите, да? Вот как раз мы подъезжаем к большому туннелю сейчас. Ну, кстати, один из самых длинных туннелей находится тоже в Швейцарии, в Европе. 52? 52, да, по-моему? Нет, 27 километров. 27 километров, да? Готхард называется. Зимы очень суровые, да. Вот. Горы и степи, все есть здесь, в этой стране, да. Она похожа чем-то Кыргызстан, да? Она похожа, та часть, куда мы едем, центральная Швейцария, очень напоминает нашу страну. И Давос, где проходят форумы, международные экономические форумы, тоже очень похожи на нашу страну. Проживая в Швейцарии столь длительное время, Кайрат продолжает вносить свой вклад в развитие Кыргызстана, улучшение жизни кыргызстанцев и развитие культуры Родины. В 2012 году он стал сопредседателем кыргызско-швейцарской организации МОЗ Кыргызстан, которая реализует благотворительные проекты помощи детским учреждениям Кыргызстана и активно включен в процесс интеграции иностранцев в швейцарское общество. Кайрат Мурза, расскажите о вас. Вот мы знаем, что вы давно уже в Швейцарии находитесь. Как получилось, что сюда приехали? И с чем вы сейчас занимаетесь здесь? И сколько лет уже? Ну, я уже здесь проживаю 17 лет. Вот, приехал я в 2007 году, в октябре 2007 года. Ну, известные были события, известное было управление. Вот. Ну, об этом я не люблю вспоминать, я сразу скажу. Вот. Но, конечно, очень большая история проживания здесь, в Швейцарии. 17 лет почти прошло. 16,5-17 лет уже в октябре будет. Вот. Но я думаю, что я извлек для себя из всей этого цикла моей жизни, это то, что есть государства, которые действительно очень благожелательно и с большим терпением интегрируют граждан в свое сообщество. К таким государствам относится Швейцария. Вот. Почему я об этом говорю? Когда я приехал, я был в роли мигранта, который не знал государственного языка. Мне пришлось очень долго интегрироваться в это общество. Во-первых, нужно было научиться языку. Без языка здесь не получишь работы. Без языка здесь практически закрыты все шлюзы для того, чтобы чувствовать себя полноценным человеком. Вот. Но язык – это одно. Второе – это то, что мне дала моя профессия как журналиста. Это умение коммуницировать, умение правильно коммуницировать с людьми. Да? И вот благодаря этому я в течение последних лет был избран президентом организации мигрантов в нашем кантоне. Вот. И социал-демократическая партия меня выдвинула в прошлом году на выборы. Сначала в кантональное собрание, затем национальное собрание. И сейчас предстоят новые выборы, новая борьба за мандаты на уровне местных советов, да, скажем так, советов по-нашему, на уровне коммунальных советов, да. Вы сейчас работаете именно в направлении миграции. Расскажите, пожалуйста, как миграционная служба здесь развита и как она и работает? Ну, миграционная служба действительно имеет очень огромный объем работы, потому что Швейцария сам по себе, естественный прирост населения уступает искусственному приросту населения. Здесь рождается, наверное, меньше, чем приезжает сюда людей. Вот такие моменты есть, да. Вот. Очень большой объем работы у миграционных служб, вот. Но миграционные службы выполняют чисто бюрократические функции,
это имеет ли право гражданин, который заехал в страну, получить вид на жительство. Остальные функции выполняют уже на уровне, если миграционная служба подтверждается, право заехавшего мигранта на получение вида на жительство, то значит, дальше занимаются это коммуны, да? То есть на местах, местные уровни власти, специальные службы занимаются интеграцией этого человека. Вот это самое основное. Вот, то есть практически здесь нет нелегальных мигрантов. Вся страна находится, досье каждого из людей находится в специальной базе данных. Базе данных, да? Да, да. А как дела обстоят нашими соотечественниками, кыргызстанцами, которые здесь живут? И вообще, какие условия созданы в Швейцарии для мигрантов, а также какие здесь налоги, здравоохранение, медицина, пенсии, страховки? Ну, нужно считать, что медиальная зарплата свыше 6 тысяч франков считается по всей Швейцарии. Это получается, 6,5 тысяч долларов примерно месяц. В месяц, да. Это средняя медиальная зарплата по Швейцарии. Вот. Если говорить о налогах, налоги в некоторых кантонах высокие. В среднем это 18-20%. Но есть также свободные экономические зоны, где налоги минимальные. И куда, значит, пытаются зарегистрироваться очень многие предприятия. Поскольку налоги минимальные, но за то, что они получают право на это, естественно, они должны будут предварительно внести свой большой взнос в кантональные кассы, да. Вот. Но то, что касается страховок, каждый гражданин так или иначе должен иметь страховку. Это необходимо. Вот. И страховки, они очень важны. То есть это, может быть, когда-то было как для нашего кыргызского общества не совсем понятно, но сейчас каждый понимает, что без страхования практически у тебя не будет никаких возможностей дальше как-то покрывать свои расходы. Потому что никто не застрахован, например, от тяжелой болезни или от аварии на дороге. То есть это очень важная часть в жизни каждого гражданина, да? Вот. То, что касается социальных выплат, на социальные выплаты имеют практически все граждане, включая даже тех мигрантов, которые не имеют работы. То есть в этом плане Швейцария выполняет свои социальные обязательства. Здесь не найдете ни одного человека без крыши над головой. Да? Вот, то есть так или иначе у всех есть крыша над головой, социальные службы оплачивают даже квартиры, в которых проживают мигранты. Но сейчас очень большая тема – это беженцы из Украины, и беженцы из Ближнего Востока, Афганистана. Вот. У беженцев свои социальные выплаты, да, конечно, они ниже, чем у швейцарцев. Но в любом случае они не дискриминируют никого. В принципе, у людей есть, во-первых, крыша над головой, во-вторых, медицинская страховка. И в-третьих, люди уже начинают планировать, искать работу, находить возможности, чтобы интегрироваться в это общество. Мы знаем, что вы еще занимаетесь творчеством, журналистской деятельностью, как раз снимаете фильм. Расскажите об этом фильме, о названии фильма. Да, мы снимаем сейчас фильм, это международный проект. Мы снимаем при участии, вернее, самый основной участник у нас кыргызская сторона. Я очень рад тому, что в нашем государстве мои коллеги из Кыргызстана, Эрке Джумахматова и Эмилия Тагильев, смогли получить права
на съемки такого фильма. Фильм касается прав женщин в нашей стране. Да. Вот, это художественный фильм, который мы планируем потом значит, представлять на самых различных международных фестивалях. Это авторское кино, которого, к сожалению, у нас в стране практически не снимаются. Снимаются в основном коммерческие фильмы. Мы хотим значит, наше кино представить именно в этом стиле, да, в виде авторского кино. Это социальная драма, в которой переплетаются судьбы 3 женщин, значит, самых различных социальных сословий. А когда закончится и когда начались съемки этого фильма, и сколько будет хронометраж? 110 минут, 110-115 минут, где-то такой хронометраж. Здесь со стороны значит, Швейцарии и других стран мы получили поддержку. Со стороны Швейцарии инвестиции со стороны фондов кино Швейцарии. Сербская сторона оказывает техническую поддержку, да. И я думаю, французское финансирование тоже будет определяться. Вот. Фильм сейчас уже стартовал, да, съемки уже стартовали. Съемки будут завершены уже к концу этого месяца, март 2024 года. И я думаю, в течение 4-5 месяцев после того, как мы получим основной материал, мы сделаем постпродакшн и уже сможем делать заявку на фестивале. Мы знаем, что вы еще занимаетесь организацией концертов, благотворительных выставок, еще и так далее. Вот расскажите, что было организовано вами за это время в Швейцарии? Ну, если хронология говорить, а хронология, то очень длинный список получится, да. Но я скажу буквально то, что последние инициативы, это 2 года назад мы провели форум Чойрё для кыргызстанцев. Вы были участником этого форума. Он проходил в этом прекрасном нашем городе, в Люцерне. Да. Вот. Очень хорошие идеи звучали на этом форуме. Да. Я очень надеюсь, что эта идея и такие форумы будут продолжаться. Вот. Касается ли это программистов, касается это женщин или касается это кыргызстанцев, которые проживают как в качестве мигрантов в Европе. Тема интеграции в европейское сообщество. Вот. В прошлом году мы провели концерт, посвященный концерт против войны, во имя мира. Я, как президент организации мигрантов кантона Люцерн, инициировал проведение такого концерта. В нем участвовали студенты консерватории, нашей консерватории. Вокал был, была игра на фортепиано, была скрипка, были классические произведения. Да. Вот. Мы собрали тогда более 3000 франков за один концерт, где-то за 45-50 минут концерта. И эти деньги мы использовали для того, чтобы дети, талантливые дети из семей беженцев смогли получить музыкальное образование. И вот мы финансируем таких детей благодаря таким пожертвованиям, взносам к таким концертам. Да. Вот. Ну, на будущее я надеюсь, что мы в Люцерне продолжим дальнейшие сборы наших соотечественников. Вот именно под нашим названием форум Люцернские форумы кыргызстанцев.
посвященную самым различным темам. Да. У каждого есть своя мечта, особенно у молодежи. Сейчас у нас новое поколение растет. У вас вот сбылась, как бы скажем, швейцарская мечта, да? А нашей молодежи какие советы дадите и что посоветуете, и какую мотивацию дадите, чтобы что они должны сделать, чтобы подняться там за границей, получить хорошее обучение или хорошо зарабатывать? Во-первых, стремление к знаниям – это очень важно. Я очень рад иногда читать новости о том, что дети, которые обучались даже в далеких Аилах, смогли где-то на Олимпиадах получить призовые места. Это очень обнадеживает, да? Но в этом смысле нам необходимо, конечно, делать огромную реформу в системе образования. Я думаю, что доктор Гульшашевна Киндербаева, она как человек очень опытный в области образования, сможет выполнить такую миссию, но, во всяком случае, хотя бы заложить основы, потому что это очень важно для нашего общего роста нации, самосознания нации. Да? Очень простой пример. Значит, образование, оно должно быть для всех понятным. Значит, даже в таких акциях, как сбор мусора, да, например. В Швейцарии детей, значит, которые ходят еще в детские сады, уже обучают тому, как селекционировать мусор, да. И это уже в крови швейцарцев, что мусорить нельзя. Вот сейчас, наверное, уже проехали по городу, вот эти кадры вы видели, мы все вместе посмотрели снова, да. И вы заметили, что здесь вообще нигде не грязно, да, совершенно не грязно. Но это очень маленький пример, да. Вот, если мы это спроецируем на систему образования, примерно в таком же плане надо работать по внедрению кыргызского языка как государственного. То есть это должно прийти со временем и прийти с новым поколением, да. Экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных в мире. Ее развитие происходит благодаря либеральной экономической системе, политической стабильности и тесным экономическим связям государства с другими странами. Хайрат Мирза, расскажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот сейчас мы находимся в таком красивом месте, в Швейцарии, в городе Люцерн, да? А вообще, как получилось, что Швейцария, она подняла свою экономику, создала такие условия, да? И вообще, если можно было бы остановиться чуть-чуть на истории Швейцарии. Ну, я бы сразу начал с того, что история Швейцарии – это далеко не та Швейцария, о которой мы сегодня знаем. Это была одна из беднейших стран в Европе, из которой также очень много выезжало в миграцию. Вот если вы посмотрите на карту Америки, вы увидите, если детально вы посмотрите по штатам, да, вы увидите города Сан-Гален, вы увидите города Люцерн, Берн. Значит, это все выходцы из этих кантонов, которые в свое время покинули страну. Но самое интересное то, что никто из них, из этих швейцарских мигрантов, детей мигрантов, не потерял право получить швейцарский паспорт. То есть дети мигрантов также имеют право получить паспорт Швейцарии. Гражданство Швейцарии. Да, даже если они не знают языка, если они интегрировались, например, в общество Америки или, скажем так, Латинской Америки, очень много уезжали именно в то время из Европы туда, то Швейцария сохранила право, значит, наследства по крови, значит, гражданства. Да. Для многих, наверное, интересно в Европе, ну, в особенности в Швейцарии, как обустроена вообще политическая система?
Ну, Швейцария – это очень уникальная страна. Здесь и политическая система очень уникальна. Так называемая прямая демократия. То есть о чем, что в других системах политических нету, здесь в Швейцарии это внедрено. Каждый житель каждого даже горного села, он прекрасно может получать информацию о бюджете значит, своей коммуны, о том, как тратятся финансы. В больших городах это тоже возможно. Бюджеты принимаются, естественно, местными советами, так называемыми коммунальными советами. Вот. И каждые 3 месяца в каждой коммуне есть возможность проводить референдум по вопросам, касающимся жизни коммуны. Каждые 3 месяца кантоны также проводят свои голосования по вопросам, которые относятся к кантональных полномочий. И также на уровне национального собрания точно так же проводится, значит, каждые 3 месяца голосование. Да? Ну, не всегда возникают какие-то вопросы, на которые можно вынести на референдум, но во всяком случае, как минимум 1 раз в год каждая коммуна может использовать такой шанс. Например, в городе, где мы живем, было голосование, Люцерн, Криенц, да. Было голосование о том, что, значит, средства, которые, значит, что есть средства, которые хотели бы, значит, направить на реконструкцию бассейна. Вот, значит, в районе, значит, в сумме примерно от 3 до 5 миллионов франков. Вот, и этот вопрос, на этот вопрос отвечали буквально все жители коммуны. То есть пришел, значит, специальный формуляр, на котором мы могли ответить: я за или я против. Голосовали за это, да. То есть вот такие вот вопросы. Или это касается строительства дорог, которые, значит, затрагивают интересы этой, значит, коммуны, где она должна проходить, например, главная кантональная дорога. Или это касается также туннелей, да, которые могут проходить через города, и которые также будут так или иначе территории городов в какой-то степени привлекаться для того, чтобы этот туннель или эта дорога, этот мост, может быть, там построен. И вот на все эти вопросы все имеют право ответить. То есть нет такого вопроса, который принимает только одно лицо. Да. Сначала это все дискутируется на нижнем уровне, само население принимает участие, а потом как это сделать, как внедрить, как преобразовать, это уже дело правительства и собраний, национальных собраний, кантональных собраний и коммунальных собраний. Кыргызстан и Швейцария определенно имеют сходство, и заключаются они не только в похожем климате и природе, но и в отношениях к семье. Связи между поколениями в швейцарской семье остаются всегда сильными. А семья Кайрата, в свою очередь, сохранила еще и традицию кыргызского гостеприимства. Вопросы, давай. Биздин маегибиздин уландысында Кайрат байке атайын сиздин үйүңүзгө келдик бүгүн. Кош келдиңиздер. Деген менен тааныштырып, бүгүнкү сиздин жашап аткан Швейцарияда үйүңүзгө конок болуп мекендештер долбоорун тартып атабыз.
Чоң рахмат сизге. Жеңе, саламатсызбы? Саламатсыз. Кандайсыз? Кандай Жакшы, турасыздар, рахмат. жакшысыздарбы? Бүгүн сиз бизди ушул тосуп алып, Цюрихтан келип, анан Цюрихтан Люцернге келип, бүгүн сиздин жашап аткан жериңизди көрөлү дедик. Ошол тааныштыра кетсеңиз. Келиңиз, хош келдиңиздер. Хош келдиңиздер, здорово. Көп жылдан бери сиздерди билебиз ушул Швейцарияга келип, негизи эле Кыргыздын мыкты чыгам журналисти, андан сырткары өзүңүз экспертсиз. Жеңем экөөңөр кантип таанышып калдыңар? Анан бул жерге келген жашоо кандай болду андан кийин? Анан ошол келгенде дайыма кыйынчылыктар болот. Ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Айнаш айтасың. Кайрат экөөбүз чогуу жашаганыбызга кийинки жылы 30 жыл болот. Экөөбүз ошо студент кезибизди бүткөндөн кийин эле тааныштык. Таанышып, үйлөнүп, бүгүнкү күндө 3 кызыбыз бар. Швейцарияда жашап атканыбызга 18 жыл болду. Башында кыйын эле болду, келип, жаңадан келип, ушул элге аралашып, тилин үйрөнүп дегендей кайрадан өзүбүздү жумуш жагынан тапкан кыйынчылыкка келди, бирок ошентсе дагы өзүбүздүн ордубузду таптык деп ойлойм. Бүгүн анан сиз менен кечке чейин маек куруп, негизги ушу Швейцария жөнүндө жакшы маалымат алдык деп ойлойм. Анан биз сиздерге ушул Кыргызстанга өзүңөрдү каалоо тилектериңерди айтканга түз эфирден азыр сиздерге мүмкүнчүлүк берели. Сиздерге азыр эркин микрофон. Аябай толкундан атам, чынын айтсам. Кыргыз элиме, кыргыз жериме, ушу алыстагы Швейцариядан, Кыргызстанды бекеринен айтпайт го, экинчи Швейцария деп. Ошол деңгээлге өсүп өсүшүн, жетишин каалаймын. Кайрат аткандай ушундай бир жакшы бир деңгээлге жетишин, ошо менин элим да ушундай бир эң жакшы жашоону көрсүн деген ниетим бар. Биздин жаштарыбыздын потенциалы абдан күчтүү. Бияктан да Европада абдан жакшы өзлөрүн көрсөтүп жүргөн жаштарды көп көрөбүз, окуп жүрүшөт. Элди, жаңы элди билип дегендей, ошолорду дагы ошо Кыргызстанга алып барып, ошону кийирет деп ойлойм, ошо коомго. Анан мен ошо чын жүрөгүм менен ошо кыргыз элимдин өсүп, өнүгүп, мамлекетибиз дагы ошо Швейцариядан кем калышпагандай бир сонун бир деңгээлге жетсин, ошону көрөлү, өзүбүз көрөлү, балдарыбыз көрсүн, келечекте ошону менен бүт дүйнө жүзү сыймыктангандай болгон элдерден, анан ошо мамлекет ошого жетсин деген тилегим бар. Менде белгілі кыстырма бар. Здесь проводили социологический опрос несколько лет назад. Вот. И был один простой вопрос задан. Гордитесь ли вы Швейцарией как страной, в которой вы проживаете? И вопрос был не только к швейцарцам, вопрос был также адресован ко всем и иммигрантам в том числе. 80% всего населения ответили: мы счастливы, что живем в этой стране. Мен халом ошол бизде бир күн келсин, кыргыздар, башка улуттар деле бизге келип и суктансын, биз жашаганын көрүп. Кайрат байке, эне Гүлжеңе, сиздерге чоң рахмат ушул бизди тосуп алып бул жактан мекендештер долбоорун ишке ашырып, съемкаларды уюштуруп, маек бергениңиздер үчүн. Анан алыс жерде жүрөсүздөр, ушул башыңыздар аман болсун, ден соолуктугуңуз, албан ийгиликтерге жетишиңиз. Мына Кудай буйрса келечекте депутаттыкка коюп атасыз, ошодан утуңуз биринчилерден болуп биздин телеканал сизден интервью алсын. Анан башыңыз аман болсун деп мындай биздин компаниябыз атынан кичинекей белектер бар. Ошону кабыл алып коюңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Аман болуңуз, бар болуңуз. Анан бул биздин YouTube каналыбыздын атынан момундай жеңе сиздерге биздин брендовый белектерибиз
Чоң рахмат. Анан Кыргызстанга өзүңөр саламыңыздарды айтып койсоңуздар болот. Кыргызстанга чоң салам. Кыргыз элиме, мен сүйүктүү элиме чоң салам.